Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Представление прокуратуры исполнено. Полномочия депутата Инты прекращены. Юные таланты продемонстрировали свои музыкальные способности. В Инте прошел конкурсный отбор малых дельфийских игр. Песни, игры, пляски и хороводы. Ярко и весело горожане отметили покров Пресвятой Богородицы. В Инте на одного депутата стало меньше. Досрочно прекращены полномочия депутата Совета 4-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 8 Богдана Дзюмидзея в связи с наличием у него вида на жительство на территории иностранного государства. Решение вступило в силу 13 октября. В городской администрации прошло 24-е заседание Совета округа, в котором приняли участие 13 депутатов из 20 избранных. Парламентариям необходимо было рассмотреть 5 вопросов. Один из них касался досрочного прекращения полномочий народного избранника Богдана Дзюмидзея. В соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 40, частью 11 статьи 40 Федерального закона 6.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации, пунктом 7 части 11 статьи 33 Устава муниципального образования городского округа Инта. Совет муниципального образования городского округа Инта решил досрочно прекратить полномочия депутата Совета муниципального образования городского округа Инта 4-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 8 Дзюмидзея Богдана Степановича с 13 октября 2023 года в связи с наличием вида на жительство и иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. Какие будут вопросы, предложения по данному решению? За данное решение присутствующие на заседании депутаты проголосовали единогласно. Также на сессии были рассмотрены вопросы о муниципальном жилищном контроле и дорожном фонде Инты. Дорожный фонд регламентируется 179.4 бюджетного кодекса. 4 августа этого года были внесены изменения в бюджетный кодекс, и мы уточняем формулировки в слово, как в БК. Значит, у нас есть второй пункт, и за счет чего формируется дорожный фонд. Там формулировка была, что он формируется за счет платы, за счет возмещения вреда. Уточняется бюджетный кодекс, что в любом случае эта плата, это есть доход местного бюджета. И формулировочка сейчас звучит таким образом: за счет доходов местных бюджетов от этой платы. И второй момент, значит, пункт 4.1, также уточняется слово в слово с БК 179, уточняется правило. Раньше правила назывались по одному, сегодня они называются движение тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии, поддержан, вынесен на сессию, поэтому и сейчас прошу поддержать, проголосовать. Депутаты внесли изменения в документы местного значения, привели в соответствии с законами нормативно-правовые акты, а также приняли из государственной собственности Республики Коми 2 видеокамеры, которые переданы в образовательные организации для обеспечения современной материально-технической базы в рамках реализации национального проекта образования. Интинцам необходимо всерьез задуматься о своем здоровье. Врачи советуют пройти вакцинацию и диспансеризацию. Также в городе наблюдается эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции. Чаще в медицинской помощи нуждаются малыши дошкольного возраста. Сотрудникам детских садов рекомендовано усилить утренние фильтры. В здании администрации округа состоялось очередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. В повестке значилось несколько вопросов. Первым делом присутствующие обсудили тему профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний. Об эпидемиологической ситуации по этим заболеваниям среди интинцев на текущую дату проинформировала специалист Роспотребнадзора Светлана Живицкая. На сегодняшний день грипп у нас не зарегистрирован еще. Значит, за предыдущую неделю было зарегистрировано у нас 130 случаев ОРВИ среди всего населения города. Показатель составил 50,5 среди заболевших. Взрослые это 24%, дети большинство 34,1%. И организованные дети от 3 до 6 лет 22%. За аналогичный период 2022 года, если сравнивать, было зарегистрировано 206 случаев, чуть побольше, у нас сейчас пока показатель меньше. Показатель заболеваемости был 78,7.
что выше, чем в 2023 году в 1,6 раз. Значит, по данным статнаблюдения в Госцентре гигиены и эпидемиологии в Республике Коми, оценка эпидсостояния благополучная, порог заболеваемости минус 54%. Ежегодная профилактическая вакцинация против гриппа стартовала в Инте в начале сентября и сейчас активно набирает обороты. Противогриппозной вакциной в достатке обеспечены прививочные кабинеты поликлиники номер 1 и детской поликлиники, а также медицинские кабинеты школ и детских садов. Помимо стандартной вакцинации на базе поликлиник, как и в прошлом году, прививочные бригады проводят выездную вакцинацию от гриппа на предприятиях и в учреждениях Инты по заявкам. Медики рекомендуют интинцам, предприятиям и организациям города поторопиться и защитить себя, своих детей, родных и сотрудников от коварной болезни. Все просто для того, чтобы успел сформироваться иммунитет, для того, чтобы мы в сезон подъема заболеваемости вошли уже сформированным иммунитетом против гриппа, чтобы вероятность заражения была низкая, чтобы вероятность осложнений была минимальная. То есть, конечно, нужно делать прививки своевременно, пока уровень заболеваемости респираторными инфекциями у нас низкий, и пока не регистрируются случаи гриппа. То есть мы предупреждаем заранее и стремимся к тому, чтобы иммунитет против гриппа у населения выработался заблаговременно. Приглашаем на вакцинацию. Вакцина у нас есть в достаточном количестве во всех прививочных кабинетах и детской поликлиники, и взрослой поликлиники, в образовательных организациях. Вакцинируем и детей, и взрослых. По субботам тоже работаем, приглашаем взрослое население на вакцинацию в субботу. Каждую субботу в период прививочной кампании мы работаем с 9 до 11 часов в прививочном кабинете первой поликлиники. Приходите, пожалуйста, вакцинируйтесь, потому что профилактика – это лучшая защита от любого заболевания. И наша такая знаменитая фраза «легче предупредить, чем лечить», она в этом случае, конечно, актуальна, и она работает. Следующий вопрос, который обсудили специалисты – эпидемиологическая ситуация по энтеровирусной инфекции в городе. Как у нас обстоят дела за 9 месяцев с заболеваемостью острой кишечной инфекции? В частности, мы будем говорить сегодня именно по энтеровирусной инфекции. На фоне снижения заболеваемости острой кишечной инфекции вирусной этиологии в Республике Коми отмечается рост заболеваемости у нас в городе Инте в 6,6 раз. Отмечается высокая заболеваемость именно по энтеровирусной инфекции. В частности, в Республике Коми было зарегистрировано за 9 месяцев 2023 года 211 случаев энтеровирусной инфекции, что в 2 раза выше среднего многолетнего показателя и одна из самых высоких заболеваемостей в Российской Федерации. Но стоит отметить, что из 211 случаев в целом в Республике Коми лидирующую позицию занимает город Инта. У нас 80 случаев зарегистрированных по заболеваемости энтеровирусной инфекции. Из всего числа зарегистрированных случаев наибольшее количество заболевших пришлось на детские сады Крепыш и Рябинушка. По всем случаям проведены противоэпидемические расследования, вводились ограничения, проведены заключительные дезинфекционные мероприятия. По итогам обсуждений, исходя из того, что основная масса заболевших – это дети дошкольного возраста, специалистами рекомендовано усилить утренние фильтры в детских садах. Для этого воспитатели или медицинский работник должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению допускаться не будут. Еще один актуальный вопрос – прохождение горожанами диспансеризации и профилактических осмотров. Сейчас на данный момент, на 12 число, всероссийская диспансеризация выполнена на 64%, профосмотр на 38%, которые традиционно тяжело у нас проходят, и углубленная диспансеризация на 47%, это заведенным планом. Какие трудности при проведении диспансеризации? Это, конечно, отсутствие недоукомплектованность терапевтов, потому что на 11 участках у нас работает 5 терапевтов, это крайне тяжело.
В завершении заседания медики еще раз напомнили интинцам о необходимости прохождения диспансеризации и вакцинации и бережном отношении к своему здоровью. Инта пополнила географию конкурсного отбора малых дельфийских игр. В минувшие выходные на базе двух учреждений культуры, детской школы искусств и Дворца культуры и техники прошли прослушивания заявившихся артистов и коллективов. Дельфийские игры – это комплексные соревнования по дисциплинам художественного, прикладного и научно-исследовательского творчества. Жюри Дельфийских игр в этом году путешествует по всем городам Республики Коми и проводит конкурсный отбор участников. Это очень приятно посещать города нашей республики и действительно знакомиться с детьми не вот на одной сцене, да, когда вот они приезжают наоборот к нам в Сыктывкар, а когда видишь, посещаешь их еще места, знакомишься с их преподавателями более в такой камерной обстановке, и это гораздо интереснее и приятнее. Но оценивает у нас жюри. Я, как говорится, только эти результаты собираю, да, контролирую, так скажем, этот процесс. Но я думаю, что жюри, оно у нас очень грамотное, компетентное, и, думаю, трудностей не возникает при оценивании. Конкурсный отбор малых дельфийских игр уже прошел в Воркуте, Микуне, Ухте, Усинске и теперь в Инте. Судейская коллегия из столицы нашего региона сначала побывала в музыкальном отделении детской школы искусств. Там они посмотрели выступления юных дамбристов, аккордеонистов и гитаристов. Евгения Асташова несколько лет назад вместе с семьей переехала в Инту и уже в детской школе искусств продолжила свое обучение игре на домбре. Этот народный инструмент ей сразу пришелся по душе. Так в основном мне очень нравится и, в принципе, легко все дается, если только стараться. Репетировали каждый день и, получается, выбирали эту пьесу, потому что они были самые такие по душе. Женя приехала к нам с Ярославля и занимается в моем классе 2-й год. Но уже за это время мы, в принципе, достигли определенных успехов. Это у нас 2-й конкурс. В прошлом году мы ездили в Воркуту. Но она сегодня себя показала как настоящий боец. Потому что последние дни, да, она сказала, что каждый день занимались, и последние дни были очень волнительные, да, Жень? Пошел эмоциональный зажим, уже вот стрессовая эта ситуация, все-таки, конечно, дети переживают. Но сегодня я, наверное, за нее больше переживала, чем она сама. Вот. И последние дни были очень сложные в эмоциональном плане. Начались срывы нервные, да, Жень, переживания, и вот это все сказалось на исполнении. Но сегодня она сделала все по максимуму. Я говорю, она показала в очередной раз, что она может, что она достойна. Народные инструменты звучат по-особенному. Каждый конкурсант во время прослушивания исполнял 2 подготовленные композиции. Понравились все детки. Нам обычно нравятся все, кто занимается на музыкальных инструментах. У всех по-разному. Вот. Но, к сожалению, ярких, таких, которых мы могли бы рекомендовать на арктические игры, не было. Ну, может быть, потому что не успели подготовиться. От сентября еще прошло мало времени.
программа может быть новая, не до конца выученная, не знаю. Но во всяком случае, нет таких претендентов на то, чтобы выступить на площадках арктических игр дельфийских. Среди заявленных участников 7 сольных артистов и ансамбль, преимущественно состоящий из аккордеонистов и баянистов. Это ребята, которые уже не первый год обучаются в музыкальном отделении. Учусь уже как 6-й год. Играю на баяне. Почему выбрал этот инструмент? Или он выбрал тебя? Потому что я захотел играть на баяне. Вот, выбрал его. Ансамбль понравился. Но, вот как мы тут с коллегами советовались, не хватает, в этом ансамбле не хватает баса или контрабаса или что-то. Вот низов нет. Мелодия, гармония какая-то есть, все это жиденько. А вот если бы цементировало это в этот ансамбль еще какой-нибудь низкий инструмент, там, контрабас, балалайка или другой низкий инструмент. В настоящее время фестиваль «Арктические дельфийские игры» проводится по 54 номинациям, которые включают эстрадное и народное направления, научные дисциплины, изобразительное искусство, видеоблогинг, фотография и многое другое. Здесь ищут по-настоящему талантливых и ярких ребят. Это такой глобальный проект, всероссийский, открытый. И ну, что там греха-то, есть какие-то музыкальные школы, которые из города в город ездят по этим играм и золотые медали, там, серебряные забирают. Вот. Есть талантливые дети в России, вот. Но так, чтобы выступить на этих играх и завоевать что-то, это не всем удается. Дворец культуры и техники на своей сцене представил выступление солистки образцово-вокального ансамбля «Непоседы» Марии Захарчук и хореографического коллектива «Енышби». Танцевальный ансамбль продемонстрировал 2 постановки – белорусский танец и зарисовку по мотивам северного фольклора. Мы участники малого конкурса «Малые дельфийские игры». И мы рады, что нам предоставилась такая чудесная возможность поучаствовать в конкурсе. Мы хореографический коллектив «Енышби». И мы подготовили 2 танца «Дыхание севера» и «Себрауки». Мы надеемся, что мы выиграем и поедем на финальные игры в Сыктывкар. Готовились долго, и было, наверное, всем страшно, потому что никогда еще не выступали перед жюри. Да, было очень страшно, и мы очень долго готовились, и очень надеемся, что мы выиграем. Мария Захарчук обучается в студии «Непоседы» уже 5 лет. Девочка говорит, что душа требует петь и обязательно выступать на сцене перед публикой. Ко всем конкурсам и ответственным выступлениям она вместе с педагогом готовится заранее и репетирует каждый день.
мы подобрали мне песню, которая мне понравилась и подходит моему репертуару. Потом каждый день потихонечку начинаем учить эту песню. В чем сложность? Допустим, в последней песне ты вот много танцевала. Это сложно и танцевать, и петь? Ну да, сложно. Нужно и петь, и танцевать. И меня уносит ветер, и меня тревожит чувства. И я вижу днем и ночью звезды в облаках. И вижу с тобой, что ветер, и бывает сердцу грустно. Оно бьется четко в наших истинных мечтах. Ведь только ты улыбнись, и ясному солнцу, и чистому небу, душою сияй, свежий, водой из колодца, и тающим снегом по берег груди. Найди свое счастье, оно где-то рядом, навстречу мечтам стремись, открой горизонты мечтающим взглядом. Победители данного этапа фестиваля войдут в состав делегации Республики Коми для участия во вторых открытых молодежных арктических дельфийских играх. Они будут проходить в столице нашего региона. Провести вот малые дельфийские игры, посмотреть, какие у нас есть таланты в республике. В результате вот проведения малых дельфийских игр будут, во-первых, определены победители этих малых дельфийских игр. Ну и из победителей уже будет сформирована в дальнейшем делегация для участия во вторых открытых молодежных арктических дельфийских играх, которые будут проходить в ноябре, в конце ноября с 20 по 24 в городе Сыктывкаре. Пройдут ли интинцы в следующий этап малых дельфийских игр, станет известно позже. Помимо музыкантов, танцоров и вокалистки в конкурсе также приняли участие наши художники. Их работы оцениваются заочно. Подведены итоги, объявлены победители. В этом году лучшим учителем здоровья в Республике Коми стал интинец Игорь Бородин, учитель физкультуры гимназии номер 2. Он прививает детям интерес к занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. Помогает ребятам почувствовать в себе силы и уверенность. Игорь Бородин работает в сфере образования более 15 лет. Сначала трудился в школе поселка Абись. С 2015 года учителем физкультуры в гимназии номер 2. Он и его ученики являются участниками и победителями различных спортивных мероприятий. Гимназисты вместе со своим наставником успешно сдают нормативы ГТО и выступают на многих соревнованиях. Дети и коллеги учителя не пропускают ни одно общегородское спортивное мероприятие, будь то кросс нации или лыжня России. В образовании я работаю с 2007 года. Пришел с армии, поступил в Вятский государственный университет на учителя физкультуры. Вообще у нас династия. У меня бабушка учитель математики, заслуженный учитель. Мама у меня в образовании проработала, сейчас на пенсии. Ну и, соответственно, я по их стопам пошел в образование. Почему физкультура? Ну, вообще, все, наверное, началось с армии, потому что я был командиром отделения, я учил других бойцов. Там и физическая подготовка тоже нужна, и стрельба, и огневая, и тактическая. Ну, как-то мне понравилось, когда все равно в твоем отделении уровень зашкаливает не так, как у других. Потому что я был командиром снайперского отделения, там в первую очередь нужно физические показатели хорошие. Ну и как-то так все, я думаю, почему бы и нет, не попробовать. Потому что я же там был не просто, я в учебном корпусе просто. Все 2 года я тренировал, каждые полгода приходили новые бойцы, ну как учитель. Вот с этого и пошло. Игорь Николаевич ведет активный образ жизни, занимается легкой и тяжелой атлетикой, постоянно ходит в тренажерный зал, бегает, летом катается на велосипеде, зимой на лыжах. После уроков он не лежит на диване, а своим примером показывает ребятам, что нужно заниматься физкультурой, спортом и вести здоровый образ жизни. Как меня учила бабушка, как учила мама, чтобы кому-то что-то показать, кого-то чему-то научить, начни с себя. То есть у меня такой девиз, что покажи своим примером, каково это. Вот, конечно, я активно участвую. Сейчас в последнее время бегать стал. Мы открыли свой мини-такой клуб для бега. Детей зову тоже своих. Так, я много чем занимаюсь. Мне проще сказать, чем я не занимаюсь.
В гольф, наверное, не играл. А так, ну, всего по чуть-чуть. Потому что все равно как-то в образовательном процессе это как-то немножко включаешь. Где-то там чему-то узнал, научился этому. И это я применяю потихоньку для того, чтобы хоть как-то помочь детям. Игорь Николаевич очень ответственный, мне очень нравятся его уроки, то есть у нас всегда все запланировано, мы играем там волейбол, пионербол, также сдаем какие-то нормы, то есть отжимания, пресс. К каждому уроку он очень ответственно подходит, то есть очень полноценные уроки. Также мы все вместе участвуем в таких мероприятиях, как Кросс нации, Лыжня России. Мой учитель физкультуры Игорь Николаевич Бородин. Он, мало того, как преподаватель очень хороший, он и как собеседник. С ним очень интересно общаться. Можно с ним на любую тему поговорить. Спорт, отдых, любое. Учитель физкультуры ведет несколько спортивных секций в гимназии номер 2. Также он является основателем школьного спортивного клуба «Атлет», в состав которого входят сотни гимназистов. 2 года назад под руководством наставника активисты клуба приняли участие в республиканском конкурсе школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» и реализовали проект «Спортивные соревнования. Малые Олимпийские игры». Сейчас Игорь Николаевич задумывается над реализацией еще нескольких проектов. Существует клуб «Атлет», все ходят. Сейчас по моей инициативе мы открываем новый такой кружок, это армрестлинг. Проходила одна игра на фоне патриотической игры, и мы ввели такую небольшую станцию, там армрестлинг, должны были с каждой команды дети побороть друг друга на руках. И прям смотришь, глаза горят, это же интересно, здесь же нужны силовые показатели. И она сама по себе зрелищная. Ну и вот я директору предложил, говорю: Наталья Витальевна, давайте попробуем внедрить в нашей гимназии. Сначала на базе гимназии будем проводить мини-соревнования, а потом попробуем на муниципалитет выйти. Тем самым, это все равно лучше, чем вообще ничем не заниматься. Для парней это все равно спорт, где-то, я говорю, гантельки закупим, бицепсы себе подкачают, немножко укрепится. Все равно это пригодится в жизни. А девочек чем привлекаете? А девочек, у нас есть много что. У нас в основном это волейбол. Ходовая у нас очень хорошая материальная база. Вот. Девочкам нравится, у нас очень много групп. У нас 5-е, 8-е у меня группа, пришлось их поделить на 2, потому что уровень все равно растет. Много. Спортзал постоянно работает, очень много детей занимается. Единственное, что в летние каникулы возьму, наверное, себе на заметку, как это сделал Берляков. Наверное, тоже буду, если буду здесь, тоже буду открывать. Потому что все равно у нас погодные условия не всегда отличные, а детям хочется чем-то заняться в летнее время. Человек должен быть развит гармонично, не только умственно, но и физически. Игорь Николаевич фанат своего дела. Дети его обожают. На уроках физкультуры гимназистам не бывает скучно. Игорь Николаевич хороший учитель физкультуры. Он хорошо все объясняет, показывает на деле. Мы видели его игры много раз в своей жизни. Он отыгрывал всегда очень отлично. Научил меня очень многому. Занимаюсь я у него уже 4 года. Около 4 лет. Хожу на секцию по волейболу, баскетболу. Он меня очень многому научил. Научил быть мужчиной, можно даже так сказать. Показал пример. И я хочу быть даже как он может в некоторых моментах. Игорь Николаевич является нашим тренером по волейболу школьным. В прошлом году, благодаря ему, мы заняли 1 место в городе. За что я ему очень благодарен. Это большой опыт для меня был, потому что я очень часто участвовал в соревнованиях. Я в прошлом был хоккеист, а сейчас я перешел к волейболу, баскетболу, и Игорь Николаевич во всем этом помогает мне. Педагог гимназии номер 2 уже не первый раз участвует в подобных конкурсах. В этом году он успешно прошел все этапы и одержал победу на региональном уровне. Все началось с того, что я участвовал в одном конкурсе, называется «Я лидер физического воспитания». Так как я занимаюсь много чем, у меня есть очень много материала, видеоматериала, и там самое главное – это визитная карточка, то есть представить себя, как я работаю, чем я увлекаюсь. И мне это не составило труда для того, чтобы смонтировать видео, потому что, как я уже сказал, я увлекаюсь много чем. И сам конкурс состоит из: первое – это визитная карточка, далее нужно провести внеклассное мероприятие,
тоже снять это на камеру там, до 30 минут. И, соответственно, самоанализ. Тоже видео снимается. Ну, это все отправляется по онлайну. В конце ноября, начале декабря Игорь Бородин будет представлять Республику Коми в финале всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2023», который состоится в Нижнем Новгороде. Православные отметили великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы. Верующие интинцы посетили храм, исповедовались, причастились и приняли участие в народных гуляниях, организованных творческими коллективами учреждений культуры. На одном из них побывала наша съемочная группа. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные верующие каждый год отмечают 14 октября. Накануне этого великого, почитаемого церковного праздника в минувшую пятницу на уличной площадке у Центра национальных культур прошла веселая праздничная программа. Здравствуй, хозяюшка! Добрый день, гости дорогие! Милости просим на Покровский хоровод. Располагайтесь поудобнее, да слушайте внимательно. Здравствуй, кума-хороводница! Низкий поклон вам, гости добрые! Рада видеть вас у себя в гостях. Откушайте хлебушка нашего, да соли щепоточку. За хлебом солью всякая шутка хороша. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы необычный. Он не входит в число 12 самых великих православных торжеств, то есть не является двунадесятым. Праздник символизирует покровительство Богородицы, которое она дарует людям для защиты их от бед. Считается, что покров Божьей Матери, исполненной любви ко всем людям, живущим на земле, смягчает удары судьбы, последствия неправедных действий, покрывает раскаянные грехи истинной любовью, служит утешением для сокрушенных духом. Ой, ниточка тоненькая, мотовица зелененькая. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Ой, думай, думай, дай, думай, дай. Всеми любимый праздник Покров Пресвятой Богородицы издревле вдохновлял православных. Люди веселились, проводили ярмарки, играли свадьбы. Вот и в этот предпраздничный день благодарная публика все больше стекалась к месту проведения мероприятия. В моем саду цветет сирень, заря в небо отражается, и прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. И прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. На сцену вышли, для того, чтоб постоять, а мы на сцену вышли, по песне песням воскресать. На сцену вышли, без нас веселья видим нет, а мы вам с этой сцены передаем большой привет. Масала, выходи, куман, на нас погляди, давай, выходи. Жизнь хороша, поет вся душа, раз, еще раз, пляши сейчас. На Покров по традиции проходил последний в году хоровод. Во время таких гуляний молодые люди присматривали себе пару, чтобы впоследствии сыграть свадьбу и создать семью. На Руси всегда умели и любили отдыхать. С весны до осени в народе отмечали много праздников с песнями, играми и плясками, и, конечно же, хороводами. Весело и душевно интинцы отпраздновали Покров Пресвятой Богородицы.
Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости строгого выполнения требований правил дорожного движения. В сентябре в Инте произошло ДТП, в результате которого пострадал учащийся 10-й школы. Водитель Рено Логан совершил наезд на велосипедиста. Ребенок получил телесные повреждения. Во избежание подобных ситуаций автомобилистам следует не превышать установленные скоростные ограничения, учитывать интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия. При выявлении нарушений в отношении виновных лиц будут применяться меры административного воздействия, предусмотренные действующим законодательством России. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.